Пьеса «Боинг-Боинг» была написана в 60-х годах прошлого века и за это время ставилась не одну сотню раз. Она даже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая исполняемая французская пьеса во всем мире. И вот, наконец-то, «Боинг-Боинг» на сцене русского театра. Постановкой занялся режиссер Борис Ярош. Это в тандеме Борис Ярош и Дубровин Александр Леонидович, художник-постановщик. Этот спектакль тоже мы в этом же тандеме ставим. Я думаю, что этот спектакль, как и предыдущий, тоже будет интересен нашей публике, что наши актеры и актрисы постараются этот материал достойно показать, и зрители, соответственно, должны оценить их работу. «Боинг-Боинг» – легкая комедия положений, в которой главную роль исполнит Евгений Кузьмин. Публике он больше известен в амплуа героев-любовников в драматических произведениях и впервые выходит на сцену в комедийной постановке. Не мое, хотя, в принципе, тоже тот же самый герой-любовник, только в комедийном ключе. Но ответственность, конечно, большая, колоссальная, большая роль очень. Если как актер рассуждать, то, скорее всего, кто на что заточен больше. Мне в драме, конечно, попроще, потому что в основном весь массив моих ролей, он драматический. В комедии, поэтому для меня в комедии намного труднее. Потому что, опять же, повторюсь, большая ответственность перед залом и перед коллегами. Одну из 3 главных женских ролей исполняет Екатерина Нарышкина. Для нее участие в комедии не в новинку, но и в этой постановке есть над чем поработать. Марта, стюардесса-немка, она, в отличие от меня, очень строгая, очень такая правильная, очень такая, у нее все по полочкам. Поэтому она крайне переживает из-за всей этой ситуации. Для меня такая собранность, строгость и четкость немножко это как на сопротивление роли. Все нравится легко, весело, занимательно. Мне кажется, зрителям очень понравится. Премьерные показы спектакля пройдут в период длинных майских каникул. И после премьеры постановка наверняка займет достойное место в репертуаре русского театра. И будет радовать и заряжать позитивной энергией зрителей не один год. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.